Здравствуйте, я Мердан Кара. Я футбольный аналитик, и сегодня мы с LTV решили вам показать футбольные стратегии, футбольные тактики и схемы. Мы сегодня взяли 4-3-3, и у нас каждую неделю будет разные тактики, разные схемы. Сегодня 4-3-3, потому что большинство доминирующих команды в мире, в основном Барселона и Манчестер Сити, в наше время используют эту тактику. И в этой тактике мы хотим вам сегодня показать минусы и плюсы этой тактики. Во-первых, эта тактика очень хорошо для тех команд, которые любят тотальный футбол, тотальный прессинг, и чтобы мяч все время было у вас в команде. У них, по моему мнению, самая особенная часть – это то, что игроки создают между собой ромбо. Это треугольники, которые игроки выходят из прессинга. Они в каждой половине поля у них создаются треугольники. И это в футболе называется ромбо. Я вам сегодня покажу, как они вообще начинают свою игру, как они создают игру. И это у них начинается из защиты все время. В то время, когда центральные полузащитники, вот, если у вас есть, конечно, это очень зависит от вашей игроков, которые у вас есть. Это очень важно в схеме 4-3-3. И в этой схеме очень важную роль играет опорный полузащитник, так как у него бывает пространство между линиями, между защитой и полузащитой. А когда в атаке, он еще имеет роль, который вот защищающий центральную полю. И как использовать его, например, я вам сейчас пример буду приводить из Пепа Гвардиолы. Например, если вы играете против Пеп Гвардиола все время оставит этого игрока свободным, так как этот игрок очень важен для Гвардиолы, и не только Гвардиолы, и для Юргена Клоппа, и для Жозе Мауриньо. Поэтому этот игрок должен быть очень техничным, который не только должен уметь создать игру, но еще у него отбор, ведение поля должен быть на высшем уровне. И когда против вашего опорного полузащитника идет прессинг, у этого полузащитника бывает 2-3 линии паса, которые он все время открыто. И поэтому Пеп Гвардиола его останавливает и защиту немножко пошире делает, чтобы у этого игрока было не только в защиту пас, и еще полузащита была между ними всегда открыта. А некоторые команды, зная это, например, большинство команд, которые играют Пеп Гвардиолы, они закрывают своего опорного полузащитника в схеме 4-3-3, закрывает защитник нападающий опорного полузащитника. В этом плане большинство тренеров, которые вот используют эту тактику, они делают так. Они из центральных полузащитников одного спускают вниз, чтобы создавать игру против соперника через него. В таком случае он остается закрытым, но в схеме 4-3-3 сразу уже может превратиться на схему 4-3-3-3, но только с даймондом. Этот игрок уже берет на себя роль 10 номера, а 8 номер, который играет здесь, он берет роль на себя опорного полузащитника и в том числе маэстро, то есть создаватель игры. Этот игрок, 8 игрок, берет себя на роль создавателя игры, и еще он создает игру в нападении. Еще один нюанс я бы хотел вам показать. Не только так можно играть в 4-3-3, еще в нападении, когда вы атакуете, когда ваши нападающие закрыты, скажем, в схеме 4-3-3, ваши нападающие закрыты таким образом, вы можете атаку отправить не только нападающих, не только своих полузащитников, но в том числе можете отправить своих защитников через линию в атаку. И это дает вам возможность
ваших крайних полузащитников, которые атакующих, нападающих, зайти внутрь и сделать численное преимущество в нападении. И таким образом у вас полузащитник, который 6 и 8 номер, защищает ваши линии на всякий случай, а эти защитники идут на атаку, и в том числе у вас уже на поле начинается численное преимущество. Это тоже один из нюансов 4-3-3. Не только это, обычно таким образом атакует команда Юргена Клоппа. А Пеп Гвардиола делает это по-другому. А сейчас я вам расскажу, как это делает Пеп Гвардиола. Пеп Гвардиола делает по-другому, так как это я вам уже вначале сказал, что это очень сильно важно от ваших игроков. От ваших игроков в таком смысле, например, когда в Ливерпуль атакуют так, потому что у них всегда был Мухаммед Салах, который неплохо играет в нападении внутри. И еще был Садио Мане, так как играл Садио Мане. И Садио Мане и Мухаммед Салах, они не только хорошие бегуны, но еще у них есть навык играть в узкое пространстве. Поэтому они же делали дела в Ливерпуле. Так как когда они играют в узкое пространство, атакующие крайние защитники спокойно смогли выйти в атаку, потому что Мухаммед Салах и Садио Мане делали численное преимущество. Но у нас Пеп Гвардиола играет по-другому. У Пеп Гвардиолы, потому что в то время не было такого игрока, как Садио Мане и Мухаммед Салах, поэтому Пеп Гвардиола играл все время по-другому. Когда у него был Риад Марес, в этой стороне у него играл Фил Фоден, разные игроки, Джек Грилиш или еще кто-то. И вместо этого Пеп Гвардиола все время своего Кевин Де Бройна и Илкай Гюндоана отправил в нападение, так как таким образом он здесь создавал, опять же, численное преимущество, но при этом он не оставил полузащиту свою пустую. В это время он либо Александра Зинченко, когда он играл в Манчестер Сити, либо же отсюда Кайл Уолкера сделал центральным полузащитником. Таким образом. Но сейчас Гвардиола уже делает это все по-другому. Об этом тоже я расскажу на следующих передачах, так как сегодня у нас это будет длиться долго, так как Пеп Гвардиола уже играет без крайнего защитника. У него там 4 центрального защитника играет. И таким образом Пеп Гвардиола сделал численное преимущество, и он использовал все время, в футболе называется half space, короче, между центральным и между крайним защитником всегда создается коридор, и Пеп Гвардиола часто использовал эти коридоры, чтобы сделать численное преимущество, чтобы забивать голы. Так как мы все помним, у Илкая Гюндоана в прошлом году был больше 10 гол и больше 10 передач благодаря только этой же схеме. А теперь я бы хотел вам показать, как защищается эта стратегия. У этой стратегии тоже есть некоторые схемы, которые можно защищаться, некоторые стратегии. Обычно 4-3-3, они защищаются так же, как выглядят. Они не меняют свою схему. Вот этот опорный полузащитник опять же играет очень важную роль. Если идет соперник, если атакует с большим количеством игроков, то опорный полузащитник в любое время может зайти как центральный защитник, так как эти игроки закрывают все время середину поля. И опорный полузащитник опять же играет здесь важную роль. Он создает в защите 5 игроков, так же, как в атаке они делают пятером. И здесь тоже у Сити или у Ливерпуля бывает численное преимущество. Это не только Сити и Ливерпуль, но еще Реал Мадрид тоже, когда стал чемпионом Лиги Чемпионов, он часто использовал Каземиру как центрального защитника.
Это тоже очень большой нюанс, так как защищаться в этой схеме очень не так уж просто, как кажется, потому что у тебя 3 нападающих, а нападающие, они не сильно любят защищаться. Поэтому обычно тренера используют опорного полузащитника как пятого защитника. И еще я бы хотел вам рассказать, так как когда они играют с мячом, они делают численное преимущество в нападении. Численное преимущество в нападении. Когда они отправляют сюда своих игроков, в центральном поле остается один опорный полузащитник. Я об этом только что коротко рассказал. А теперь я вам хочу объяснить, почему Пеп или, я не знаю, Юрген Клоп обычно тренера используют крайних защитников в центральной полузащиты. Это зависит от того, что в футболе очень важно не отдать центр поля. В футболе очень важно центр поля, очень важные игроки – это центральные полузащитники. Они не так уж может быть популярны, но они основное дело в футболе делает только полузащитник. Поэтому у всех тренеров мысль такая, что не отдать центральное поле, поэтому на всякий случай, если даже будет очень сильная атака со стороны ваших соперников, основной задача остановить их при атаке так же, как и защищаться тремя защитниками, тремя полузащитниками встречать их и закрывать все зоны, кроме края. Поэтому такие команды используют часто центральное поле, закрывая центральное поле, они открыто оставляют край. И это им дает время перемещаться в защиту и брать свои позиции. Сегодня на этом все. В следующих передачах мы будем вам показать еще другие тактики и будем анализировать не только тактики, но еще матчи. После матчев у нас будет передача о футболе, о тактике и какие стратегические планы использовали тренера. Спасибо.